Уфимском микрорайоне Затон людей заселили в недостроенную многоэтажку. Речь идет о жилом комплексе «Затонские зори» от застройщика «Финжилстрой». Квадратные метры дольщики приобрели еще на этапе котлована. В июле прошлого года объект ввели в эксплуатацию, деньги с эскроу-счетов сняли. Но ни отопления, ни воды с электричеством в доме до сих пор нет. Наш корреспондент Алия Эльтубаева отправилась в скандальный долгострой и пообщалась с обманутыми дольщиками. Сосульки, трещины пошли. Мы вчера, чтобы сюда пройти, одолбили весь лед, чтобы в квартиру зайти. У нас личинки не было. Чтобы попасть в свою квартиру, Аделине Базаровой нужно пройти целый квест. Сначала подняться пешком на 9-й этаж, так как лифт не работает. А чтобы открыть дверь, необходимо почистить плитку и пороги от наледи. При этом не травмироваться. Это, наверное, единственный дом в стране, на 9-м этаже которого находится свой частный каток. Для того, чтобы зайти в квартиру, жителям приходится преодолевать препятствия. И лед здесь не только на полу, но и на трубах. Девушка давно мечтала о собственных квадратных метрах. Понимала, что путь к покупке недвижимости будет тернист. Но не настолько же, говорит Аделина. Здесь вода, все замерзает. Свет вроде дали, но отопления нету. То есть даже нельзя просто начать делать ремонт. Еще когда получали ключи, должны были получить. Приехали, у нас даже личинки не было внутри. Получается. И вот мы вчера приехали, чтобы поставить личинку, и все, зашли в квартиру. Никаких изменений абсолютно. Дом номер 2А по улице Летчиков начали возводить в 2022 году. И дольщики выкупали квадратные метры еще на этапе котлована. Рита Мамалимова взяла двушку в этой многоэтажке в подарок дочери. По срокам в свои квартиры уфимцы должны были заехать еще 31 декабря 23-го. Но в том же месяце они получают письмо о том, что строительство продлевают до 1 июля следующего года. Но больше возмущения у людей вызвало то, что их деньги уже списали со счетов эскроу и направили застройщику, а незавершенный дом ввели в эксплуатацию. Мы-то надеялись, что если наши деньги находятся на эскроу-счете, мы себя обезопасили. А у нас получилось так, что деньги с эскроу-счетов сняли, потому что в эксплуатацию дал отдел градостроительства. А как они дали, если здесь нету ни света, ни тепла, ни воды? То есть мы и без денег, и без жилья. Эскроу-счет – это специальный банковский счет, который используется для безопасного оформления сделок купли-продажи. Деньги на нем заморожены, пока стороны не выполнят обязательства по договору. Неким гарантом должен был быть Госжилстройнадзор и их заключение о соответствии объекта проектной документации. Ведь без разрешения чиновников на эксплуатацию деньги бы не ушли. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано 10 июня 2024 года. На момент выдачи заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учетом использования энергетических ресурсов, строительно-монтажные работы завершены. Осенью застройщик встретился с дольщиками для подписания акта приема передачи. Незавершенные квартиры жильцы не хотели принимать, но многие все же подписали акт и зарегистрировали собственность в Росреестре из-за страха, что Финжилстрой может объявить себя банкротом. Окно все залито. Вот это шатается, она отходит от стены. Постоянно говорили, через неделю дадут, через 2 недели дадут. И так ничего вообще не получили мы. Мы с 3 детьми снимаем квартиру, получается. И платим ипотеку, и снимаем, получается, квартиру. Ужасно. Приходится еще и подтаксовывать. Дом строился в рамках проектного финансирования. Между Финжилстроем и компанией «Башкирэнерго» был заключен один общий договор о технологическом присоединении 3 домов в микрорайоне Затон. Компания отдельно оплатила за 2 уже возведенных дома. Сейчас на них висит долг порядка 9 миллионов рублей за 3-е здание, которое не начали строить. Сумма договора составила более 17 миллионов рублей. Из этой суммы Финжилстрой оплатил только 8 миллионов 351 тысячу. Несмотря на задолженность, Башкирэнерго свои обязательства по договору выполнила полностью. В случае исполнения со стороны Финжилстроя своих обязательств по договору, в том числе приведения проектной документации в соответствии требованиям, Башкирэнерго осуществит технологическое присоединение жилых домов по постоянной схеме. То есть уже введенный в эксплуатацию дом таки будет стоять бетонной коробкой, пока застройщик не возведет 3-й объект. А это еще как минимум пару лет ожиданий. Мы со своей стороны просили руководство Башкирэнерго пойти к нам навстречу. У них есть исполнительный лист на эти 2 миллиона, по 9 миллионов, извиняюсь. Дальше мы писали им письма о том, что готовы предоставить им жилые помещения в счет гарантии дальнейшей оплаты. На что мы получили отказ. На сегодняшний момент единственный вариант – это только оплачивать. Но оплачивать только в рамках проектного финансирования, когда мы начнем строить 3-й дом.
Застройщик признал, что это по их вине у жильцов до сих пор нет ни воды, ни отопления. Якобы были допущены ошибки в документации. Обещают исправиться уже в этом месяце и дать в квартиры тепло и подключить воду. А вот что касается электричества, то пока в доме его точно не будет. За бюрократическими потемками света жильцам еще не видать. Алия Эльтубаева, Булат Садриев, Ильдар Давлетов. Новости Уфа.